Председателю Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Володину Вячеславу Викторовичу от жен и родственников задержанных по Баймакскому делу. Уважаемый Вячеслав Викторович, обращаемся к вам с просьбой провести тщательное всестороннее депутатское расследование и объявить амнистию задержанным в количестве 87 человек по уголовным делам, возбужденных по Баймакскому делу в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В соответствии со статьей 103 Конституции Российской Федерации, Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации наделена правом объявления амнистии. Объявление амнистии входит в исключительную компетенцию Государственной Думы. Реализация Государственной Думы и ее конституционного полномочия объявлять амнистию в качестве акта милости, как указал Конституционный суд Российской Федерации в постановлении от 5 июля 2001 года номер 11-П, предполагает полное или частичное освобождение определенных категорий лиц от уголовной ответственности и наказания, исходя не только из политической или экономической целесообразности, но прежде всего из веры в добро и справедливость, а также из социальной обусловленности такой гуманистической акции в демократическом правовом государстве. Сегодня 6 февраля, и мы снова приехали оставить свое коллективное обращение. После баймакских событий пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Сергеевич Песков публично и официально заявил, что массовых беспорядков в Баймаке не было. Мы его полностью поддерживаем. Я супруга задержанного Гибадуллина Ахата Оксановича. Прошу объявить амнистию моему супругу и другим ребятам, так как они стали жертвами. Более 150 детей остались без отцов. Верните детям папу. Присоединяюсь к требованию по амнистии по Баймакскому делу. Я, жена Аюпова Юлая, присоединяюсь к требованию амнистии арестованных по Баймакскому делу. Я, жена задержанного Исянгильдина Мунира Муратовича, присоединяюсь к этому требованию по амнистии. Я, мама задержанного Байгускарова Ильяса Ириковича, присоединяюсь к требованию амнистии арестованным по Баймакскому делу. Я, мама Ахмедина Закира, задержанного по Баймакскому делу, присоединяюсь к этому требованию по амнистии. Я, родной брат задержанного Китикова Айтугана Зефировича, присоединяюсь к этому требованию по амнистии по Баймакскому делу. Я, жена задержанного Китикова Айтугана Земфировича, и я присоединяюсь к требованию амнистии арестованным по Баймакскому делу. Я, брат задержанного Нигаматова Айбулата Яныбаевича, присоединяюсь к этому требованию по амнистии. Я, жена Каримова Айнура Нургалиевича, присоединяюсь к этому требованию по амнистии по Баймакскому делу. Я, брат Каримова Айнура Нургалиевича, тоже присоединяюсь к требованию по амнистии по Баймакскому делу. Я присоединяюсь к требованию по амнистии по Баймакскому делу. Я, брат задержанного Китикова Айтугана Земфировича, присоединяюсь к этому требованию по амнистии. Я, жена задержанного Нигаматова Айбулата Яныбаевича, присоединяюсь к этому требованию по амнистии. Я, жена задержанного Байгускарова Ильяса Ириковича, присоединяюсь к требованию амнистии арестованным по Баймакскому делу. Я, родственница задержанного Каримова Айнура Нургалиевича, по Баймакскому делу, присоединяюсь к этим требованиям по амнистии. Я, жена Асылгужина Ильнара Зульфатовича. Я присоединяюсь к требованиям по амнистии задержанных по Баймакскому делу. Я, жена задержанного Игбаева Дениса Ильгамовича, присоединяюсь к требованию по амнистии. Я, родная сестра задержанного Хажина Фанура Шугаиповича и двоюродная сестра Юлмухаметова Сагита Булатовича, присоединяюсь к этому требованию по амнистии. Мы поддерживаем это возвращение и требуем амнистии нашим задержанным сыновьям. Мы ждем нашего сына больше года.
своего отца. Я жена задержанного Гагарина Раиля Равильевича. У нас 4 детей, и мы тоже поддерживаем амнистию. А ты, Катя? Я супруга обвиняемого по баймакскому делу Исламова Инсафа. Также прошу объявить амнистию для моего мужа и остальных ребят, так как они стали жертвами в этой ситуации.